Приветствую, друзья! Канал Якутия-24, программа «Просто вкусно». С вами Петр Цыпандин. Как обычно, мы находимся в гастростудии ресторана «Мусхая». Семен Тарбахов со мной. Здравствуй. Приветствую, Семен. И к нам сегодня в гости пришла Вероника Тамтосова. Вероника у нас очень увлекающийся человек, как мне рассказали, как я уже потом сам справки навел, узнал. По основной профессии юрист, но у вас в увлечениях и бальные танцы, и дебаты, и математика, и виджей, и телеведущая своя. И растянем это на 40 минут. Да, растянем это на всю передачу. Я так думаю, будет лучше, если вы сами об этом потихоньку расскажете. Но до этого, так как у нас все-таки кулинарный проект, расскажите, пожалуйста, чем вы к нам сегодня пришли, что будете готовить? Ну, спасибо за приглашение. Вообще, это уникальная возможность поработать с шефом. Мы сегодня готовим курицу в цитрусах. Это, знаете, из разряда вот что-нибудь быстренько приготовить за час до прихода гостей. То есть у нас размороженная курица, у нас цитрусы, это лимоны и апельсины. Ну, можно мандарины, конечно, лучше апельсины использовать. Вот. Мы берем мед, туда добавляем специи. Вот я подобрала здесь достаточно острые. Мы с шефом проконсультируемся, как это правильно делать, чтобы наверняка наши хозяйки... Вдруг не то, да? Ну, нет, не то, что вдруг не то, чтобы пропорции точно. Потому что я это все делаю на глаз, но наверняка я уверена, что есть какой-то профессиональный подход. Хорошо. Это все цитрусы кладем внутрь курицы, мед, получается, со специями, обмазываем курицу, убираем это все дело в рукав, закрываем и в духовку. Вот. Там жарим, а потом достаем, наверное, разрезаем и на 5 минут, да, чтобы она поджарилась. Немножко поджарилась. Ага. И у нас замечательная курица, а к ней мы вот сегодня готовим картошку, часть уже Часть почистили, часть да. Часть уже кто-то почистил. Да, молодцы, нам спасибо повезло, большое. спасибо съемочной группе. Да. Вот, дочистим А мы, еще да, часть. остальную часть мы сами Да, дочистим. и сварим такую картошечку вот с Так, укропчиком. ну, я так думаю, правильно будет, если начинать. Да, с курицы С начнем. курицы, да, Семен? Начнем ее мариновать, уже ставить в духовку. Можно поставить уже воду, Ага. потому что, Для картошки. да, Давай, держи. Чтобы у нас Кастрюля у нас приготовлена. Водичка у нас есть. да, мы водичку уже нальем. Держи. Как раз надо дочистить картошку остаток. Хорошо, мы сейчас дочистим. Ну да, я смотрю, у вас нож какой-то, да? Да, у меня нож, тут и медведь, волк, ну, такой вот интересный нож. Это был подарок мне на какой-то праздник, супругу дарила. Он так стал таким функциональным ножом. То есть не пылится на полке, а мы им реально все режем. Все, что возможно, Ну, все, то что есть дома. семейная реликвия, да? Ну, типа того. Зато очень удобно в руке лежит, и вот картошку чистить мне очень удобно. Ясно. Ну, давайте. Со своим ножом как-то привычнее. Не, ну, само собой, да. Все шефы со своими ножами ходят. Вот. Вот я уже упомянул по вашим многие увлечения, да? Каким образом все успеваете? Ну, знаете, я все планирую. Притом планирую по старинке. У меня есть большая толстая книжка, планер. На каждую неделю там записаны абсолютно все дела. Записываю все. То есть вот все, что нужно, сходить в магазин, нужно запиши. То есть нужно что-то купить, запланировать подарки, обязательно тоже запиши. И все это планируется. Ну, в среднем, так как я судебный юрист, я судебный представитель, в среднем у меня планы на ближайшие 2 месяца. То есть я четко знаю в некоторые дни, где я буду через 2 месяца. Вот. Это очень удобно для всех, и все туда записывают. Поэтому стараюсь все успевать. Ну, успеваю, конечно, как и все, не все, но тайм-менеджмент помогает. Учились специально этому? Я читала об этом, несколько книг прочла, Тайм-менеджмент. что-то позаимствовала у наших разных блогеров, да, которые этому учат. Ну, что-то спецификой работы обусловлено. То есть есть определенные сроки, поэтому изначально тоже планирую, чтобы успеть. У меня был учитель, преподаватель по менеджменту. Он говорил, планы фигня, планирование все. Планы ничто, планирование все. Ну, то есть вы тоже следуете этому принципу, получается, да? Да, я планирую обязательно. Это как медитация. То есть ты уже открываешь план. У меня планер таким образом построен, что ты видишь на неделю свою занятость. Да, это очень удобно. Ты планируешь встречи, договариваешься с людьми и уже знаешь, когда ты можешь отдохнуть, когда у тебя Вы совсем лук не будет времени. Я вот лук не добавляю. Ну, потому что специфика, у меня ребенок не ест лук. Но давайте добавим, если это правильно. Хорошо. Я смотрю, у нас вообще все идеально. Мы пока разговаривали, дочистили картошку, у нас уже Сейчас, получается, мы добавим немножко лучка. Все-таки лучше лук добавить, да? Да. лучше добавлять, да? Хорошо. Затем мы, получается, замаринуем, ну, сделаем маринад быстренький. Я могу вам чем-то помочь, а то как-то пока нет. неудобно. Помогайте, Ну, уже помогайте. можете картошку, в принципе, закладывать. Мне кажется, ее подмыть надо чуть-чуть. Да. Как резать лук, чтобы не плакать? Ну, вообще его нужно после очистки помыть проточной водой, чтобы вымыть, как говорится, те ферменты. Ну, чтобы эти смылись, да? Да. Хотя бы ну или верхняя есть часть. тоже, говорят,
Мятную жвачку заживать, например. Она помогает. Или эти очки для бассейна Да, найти. Ну, это уже как-то... Нет, это все равно через как бы ферменты через нос заходит, так что Да? разницы Тогда нет. водолазную маску из скафандра. Нет, это перебор. Перебор, Так, мы картошку будем резать напополам, наверное, чтобы она быстрее сварилась. Да, уже режьте, добавляйте. Поменьше. Я сделаю пока измельчить, что да? маринад. Получается, мы берем подсолнечное масло. Да, я взяла именно подсолнечное. Вот побольше можно его добавить. Так, Потому что масло. Это уже у нас маринад пошел, да? Да, это Да. у нас маринад. ага. Немножечко тут у нас базилик, перец чили, хлопья. Хлопья мы добавим совсем немножко. Скорее для красоты, да? Ну, да. Ну, я для красоты они тоже добавляю. дадут очень хороший вкус. Затем мы добавим чуть-чуть базилика. Так. И тот Ну, момент, тоже когда ты чили, чувствуешь да, себя красный. абсолютно неудобно, когда ты можешь только Тоже помогать в своем немножко. рецепте. Ну, И получается мед, да? Да, я добавляю мед. Мгм. Мне кажется, что вот как-то получается так кисло-сладко, благодаря цитрусам, и что-то в этом есть. Ну вот получается такую добротную столовую ложку добавили. Мгм. Перец не будем добавлять. Добавим немножко соли. Такие 3 добротные щепотки на целую щепотки. курицу, считай, да? Мгм. И должны это все хорошенечко вилочкой или же, получается, венчиком все взбить. размешать. Да. Семен, все правильно делать, Вероника? Чего? Ну, рецепт как вам? Рецепт, Да, рецепт как? нормально. Хороший. Консистенция Потому устойчивая. что есть Да. тоже популярные блюда, это уже курица тоже с апельсинами, куриная грудка с апельсином, с медом, вот это все уже Мгм. как бы есть. Тут у нас получается домашний вариант. Вот мы это все По-моему, смешали, по-моему, такой и фил чтобы нам устроен это все рецепт. помогло, мы добавляем еще лимонного сока. А, вот это, кстати, я не делала. Теперь буду делать. Так. Это еще Пол учусь. лимона выжал, Семен. Пол лимона и еще также добавим пол лимона, половинку апельсинового, Сока тоже, да? да, от одной. А что она делает? Она Ну вот добавляет- смотри, у меня консистенция сейчас после этих соков станет единой. Ну вот, хорошенько это все выжимаем. После того, как мы это все выжили, мы начинаем это все замешивать. замешивать. И у нас получается вот такая одна единая масса. Вот так вот. Это было интересного цвета. Хорошо. Достаточно Ну, одного было шефа на прозрачно, кухне, и всё получается, идеально. да? Да. Отслаивание шло, а тут после добавления, как говорится, кислот, это превращается все в одну единую однородность. массу. А, для этого делается? Да, ну он Она тоже придает вкус. Собирает кислота. Да. Вот смотри. Классно. Мы берем рукав. Лук нам нужен был для того, чтобы положить его вниз рукава, чтобы он тоже отдавал свои соки. Так, примерно вот столько, да? Ну, наверное, да. Так, у нас есть, по-моему, вот эти Да. завязочки. Есть, да? Хорошо. Ага. И Вероника нам завязочка. уже А вот, подготовила. ну, чтобы было удобно. Так, давайте я пока вот так отойду, чтобы мне было удобнее. Да простят меня операторы, но Влезает Семен в кадр у нас? А мы чем будем заниматься? Мы пока дорезаем это. Да. У нас здесь идет профессиональный процесс. Так, ну, получается половину луковицы вот так на серединку. Она тоже даст свои соки. такая подушка, матрасик Да. получается. И получается вот сейчас мы должны это добавляем наш маринад. Хорошо. Конечно, это будет немножко, как говорится, надо немножко замораться. Мы можем одеть перчаточку. И помассировать, по-моему, надо. С любовью. С любовью. С любовью, нежно. Некоторые люди для пущего, как говорится, эффекта, если, конечно, берут грудку или со стороны ножек протыкают ножом или же вилкой. чтоб надрезики делают. да, чтобы быстрее это все сделать. Но мы не будем делать, да? Да. Мы можем вот так сделать все. Как эффектно и красиво. Прям как из кулинарного журнала. Да. И вот С любовью Хорошенько. помассировали. каждую складочку, как говорится. Стоим, смотрим и восхищаемся. Да. Да.
Я прям аж неудобно себя чувствую первый раз на кухне, когда я ничего не делаю. А вы вообще как готовки? Любите? Я люблю готовить. На самом деле очень люблю готовить, но люблю готовить именно спокойно. То есть, когда у меня есть время, не на бегу. Ну, нет, на бегу, конечно. Когда по вашим планам на будущее несколько часов, Да, то есть никто не должен вроде потревожить. Да, поэтому Вот, это да? получается по выходным. Я в выходные начинаю готовить с утра. У меня как ребенок заходит, о, мама превратилась в домохозяйку. Все понятно. Превратилась. Да, превратилась в домохозяйку, у нас будет сегодня все. И у нас, правда, я готовлю завтрак, обед, супы, там, ну, прям вот целый день я занимаюсь тем, что я только готовлю. И мне это очень нравится. Когда это на такой основе, что ты не всегда это можешь сделать, это превращается в удовольствие. А сейчас это отдельное удовольствие, когда можно понаблюдать, как готовится. Да, тоже одним выстрелом двух зайцев. Так, это я вам помогу убрать. Так, ну мы тут освободили место, так нужно было протереть. Да. Спасибо большое. Все отлично. Продолжаем наблюдать за шефом. Да, так не заморав рук, мы имеем курицу замаринованную. Можно мне, пожалуйста, Пожалуйста, хоть Да, чем-то да, вам да. поможем. Завязочкой. подвязали. Это тоже, наверное, надо убрать. Надо убрать. Вторая. И с другой стороны. Оставляем. Не надо прям плотно это все делать. Ну, чтобы, да, этот объем был, Да. да? Потому что же обычно, когда в руках, он там набухает. Сколько времени примерно займет готовка? Вот я примерно засекаю, у меня где-то 40-45 минут. Ну да. В среднем так же, да? Сейчас нам дадут ценные указания. Противень у нас готовый. Духовка у нас нагрета. Духовка у нас разогрелась. Мы берем курицу. Вот так она выглядит. Показавший. Мы ее просто кладем и закладываем. Все. И будем ждать. И все, ждем. Да, мы поставили картошку, она уже у нас почти подкипает. Ага. Можно ее посолить. И займемся разговорами. Да. Да, Уберем пока со мы стола ждем- немножко, у нас немножко, как говорится, бардак. Ну, у нас ничего страшного. Так, ну все, нам на это, наверное, все не понадобится. Вероника, расскажите, пожалуйста, как произошли такие метаморфозы? Вы же по первому образованию математик, причем с красным дипломом. Как стали юристом? И вообще, может быть, издалека начнете? Издалека. Да. Вы любите математику? Вот это издалека. Вот это издалека, да? Да. Ну, я вообще по первому образованию физик. И любил математику. Хорошо. А вы любите математику? Относительно. Вот это. Скорее нет, чем да. Это ответ. То есть большинство людей, нет, они все, конечно, знают математику, безусловно, без математики никуда, мы все готовим, засекаем время, там, пропорции и так далее, мы ее применяем, но учить высшую математику, а у нас достаточно насыщенная школьная программа, это тяжело. Ну, то есть алгебра, геометрия, это все уже немножко для развития сознания ребенка, да, и на самом деле вот то, что это оценивают, прям так серьезно оценивают, и, наверное, не совсем правильно, потому что, не каждому дано математику учить. То есть любить математику, вот, я математику обожаю, но я поняла, что любить — это одно, учить ее вместе с детьми — это другое. То есть мне вот не хватило навыков именно педагогических, когда я столкнулась с тем, что дети не любят математику, в общем, есть, конечно, единицы, которые обожают, а остальная масса, как-то перекрестились, тройку получили, и слава богу. Вроде как бы учитесь за то, что надо. Да, учатся за того, что надо, и мне не понравилось. И тут муж сидел и сказал, раз ты расстраиваешься, давай попробуй тебя в другой стезе. Ты хорошо говоришь, ты занималась дебатами, ты там работала на телевидении, давай попробуем тебя в юриспруденции. Вдруг получится, там нужна логика, там нужны расчеты, давай. И я поступила на юрфак, он меня сразу, муж. Да, он сразу меня прикрепил. Поддержка, это же очень важно. У меня шикарный муж. Как Поличу здесь привет передать? Я вообще его обожаю, передаю огромный привет, потому что человек уникальный, он пишет юридические книги, он является преподавателем СФУ, то есть это правда, мне просто повезло.
повезло. То есть я попала к человеку, который умеет учить юриспруденции. Это был мой первый наставник, который прикрепил меня к адвокату сразу. Он решил, что вот ты идеальный судебник. Сидеть за документами — это хорошо, ты научишься, но тебе нужно именно судиться. И я училась судиться. То есть я сразу попала к человеку, который, Оксане Юрьевне Десяткиной, которая вот именно занимается именно судебными процессами, уголовными, гражданскими, а я вот именно занималась гражданскими. И втянулась. Закончила сначала заочно юрфак, потом закончила магистратуру. Сейчас я магистр права, и уже 10 лет как практикую. Уже собственная практика. Да, ну как собственно, где-то сначала под наблюдением, так скажем, а уже 8, точно 9, это 100%. А помните свое первое дело? Первое дело помню. Это было очень интересное дело. Это был спор по поводу земельного участка. Это было оформление, то есть были земельные участки, которые оформлялись в перестройку, их выделяли, документы потерялись, мы эти документы восстанавливали с моим доверителем. Прекрасная женщина, кстати, диктор на НВК Саха была, вообще шикарный голос, такой приятный человек, с которым было приятно работать. Вот, и мы вот восстановили документ, признали право собственности. Ну, то есть оформили все через суд. Выиграла? Выиграла. Да. Наверное, некорректный вопрос, может быть, да? Какой процент вообще? Вот, ну, юрист, когда берется это дело, он же не может гарантировать, что будет как? Как вообще происходит? Не, ну давайте, если мы будем углубляться там, в юриспруденцию, мы готовим блюдо, да? Да. Мы знаем, сколько мы за него затратили по времени, но мы не знаем, понравится оно или нет. Ну, То есть в данном случае, да, мы оцениваем и вынуждены определенную цену снять и его продать. Так. А с юриспруденцией немножко, слава богу, по-другому. То есть ты можешь установить гонорар успеха, то есть от успеха какой-то процент, какое-то дополнительное вознаграждение получить. То есть ты его не гарантируешь, ты не гарантированно его положишь, но это какая-то мотивация, чтобы лучше судиться, лучше представить. Это сейчас узаконено. Больше мотивации, да, интереса, усилий. Я, честно говоря, его не ставлю чаще всего, потому что я работаю с постоянными клиентами, ну, где-то договариваемся, где-то корректируем, поэтому, но тем не менее такая практика существует, и это правильная практика, это мотивация. Постоянными клиентами. Ну, у меня на обслуживании компании, я же работаю не с физическими лицами, я работаю с юридическими лицами, поэтому это постоянники. Юридическое сопровождение компании, да? Да. Я правильно назвал? Да, это юридическое сопровождение компании, хозяйственной деятельности, все составить письмо, разобраться с работником, разработать проект документов, проверить договоры, все абсолютно до претензий, конечно, судебных тяжб. А когда судятся два предприятия, не бывает, что кто-то конкретно прав, кто-то конкретно не прав, или как? Любой спор – это спор. То есть спор, есть доводы положительные у одного человека, у другого, то есть всегда есть фактор. Нет, ну, конечно, если вы что-то поставили, вам не заплатили, вы 100% правы, да? Ну, а если вы поставили, ну, у приобретателя есть замечания по качеству поставки, по срокам поставки, по содержанию этой поставки, то это уже вызывает спор. То есть уже нужно выяснять, а кто прав, кто более прав, кто нарушил договор, что было в договоре. Вы вообще прописали в договоре, что вот именно там должна быть синими пакетиками какая-нибудь там наполнение или там что-то такое. То есть это все обсуждается в договоре, поэтому юриста держат именно изначально. То есть если изначально договор любой гражданско-правовой он заключен правильно, то есть правильно расставили акценты, правильно поставили сроки, то есть усмотрели все, что для вас реально важно. То есть, может, вам важно, чтобы эта деталь была красивой, но не важно, когда она придет. То есть придет через полгода нормально, а может, вам важно, чтобы она пришла послезавтра. И это вот сроки критично, да, сроки поджимают, да, все. Вам нужно послезавтра, а через 5 дней она вам уже вдруг не нужна. там переправа, да? Да, нужно что-то сделать конкретно. А через 5 дней вам она уже не нужна. И все, и вы не готовы, и вы это прописываете в договоре. Если это все прописано, то если это составлено грамотно, учтены все условия, то проблем не будет. Ну, так же, как, наверное, у вас с поставкой. Собственно, для этого и юрист нужен. Да, для этого нужен юрист. Договориться на берегу. Правильно. Юрист нужен не для того, чтобы отсудиться красиво в суде. Юрист нужен для того, чтобы суд не случился. Даже так. Да, чтобы суда не было, нужен юрист. И это не важно, разговариваете вы с работником, которого хотите по каким-то причинам уволить, или разговариваете вы с своим контрагентом, с которым давно работали, или с своим заказчиком. То есть юрист нужен, чтобы не дойти до суда. Чтобы договориться, чтобы предусмотреть это все в начале, чтобы написать грамотно вовремя письма, чтобы все это документально подтвердить, потому что когда ты пишешь уже ответ на претензию, ты говоришь, а мы вам писали тогда, а мы вам писали вот здесь, а мы вот здесь вам сообщили, а вы ничего не делали. Что вы теперь от нас, какую неустойку хотите, если мы все это сообщили, там есть нормы, которые защищают. Это уже прописано и уже все. Да, это добросовестно, и бывает так, что на стадии претензий у меня дело заканчивается. Даже так. Да. То есть приходит... Показали зубки, эти такие, ну все. Приходит человек и говорит, последняя компания была,
заходят, у них смешанные там спорные документы, мы все готовим, собираем доказательства, излагаем это все в исковом заявлении, подаем претензию, подаем иск, а через день говорят, вы знаете, у нас все закончилось. Я говорю, в смысле, мы мировое подписываем, спасибо, вот доработайте на мировое и все. То есть я говорю, мы же между собой договорились. Ну да, на фоне того, что мы все грамотно изложили в претензии, в исковом заявлении, посмотрели, кого они наняли из юристов, то есть кто будет это дело вести, они решили все, что все в комплексе, лучше не судиться, а то еще юридические расходы понесем. Ну все, на этом все закончилось. Хорошо, а тогда такой вопрос. Все-таки вы ведете, говорите, что у вас постоянные клиенты есть, да, ну слава богу, какое-то юридическое сопровождение вы делаете, да. А каким образом первые дела вы брали, ну, может быть, где-то там сверху спускали, ну, может, знакомые, муж у вас, говорит, юрист. Рекламу вообще делаете или как? Нет, как происходит вообще? Рекламу я не делаю, наверное, это кому-то нужно, особенно тем, кто работает с физическими лицами. То есть им, наверное, реклама нужна. Разрекламировать себя для юридического лица очень сложно. То есть юридические лица — это генеральные директора, которые передают тебе просто вот у меня юристы юрист, же пишут часто там «верну права». Или там, банкротство предприятий, или там еще что-нибудь. Ну, банкротство предприятий — это вообще отдельная тематика, там очень много сложных вопросов, это не один юрист обычно ведет, это берет группа. Это освобождение от кредитов, это тоже юристы? Ну, освобождение от кредитов — это как-то очень... Понимаете, начнем с того, что за рекламу нужно отвечать. То ты сказал, верну права, ты должен их не попытаться вернуть, ты должен вернуть. Освободишь от кредитов, ты должен реально это сделать. Бывают прецеденты, когда люди приходят на рекламу, им пытаются оказать услуги, грамотно даже пытаются оказать услуги, но они не получают того результата, который хотят. Гарантировать результат в юриспруденции невозможно, потому что каждое дело — это индивидуально, как человек. То есть все зависит от самого человека. Ну, пришел ты, допустим, не знаю, в магазин, да, ты посмотрел технику, ты ее проверил, добросовестно все сделал, купил, а она сломалась. Это одно. А пришел ты в магазин, взял технику, бросил ее, там где-то валялась, там у тебя разбилась, и пришел опять менять, и говорят, ну это же повреждение. То есть ситуация-то одна и та же, она сломалась, но факторы разные. Еще самое главное, что не всегда, когда человек первоначально приходит к юристу, он готов тебе все рассказать. То есть если ты работаешь, почему и с юрлицами это тоже так же работает. Если ты работаешь давно, ты уже примерно предполагаешь, я у тебя вот это спрошу, и еще позвоню твоему главному бухгалтеру и уточню это все. Потому что то, что представляет, допустим, заместитель генерального директора, и то, что есть на самом деле, это не всегда одно и то же. По-разному эти трактовки разные. Трактовка разная. Поэтому то же самое и люди. Если ты подал рекламу, ты не всегда можешь исполнить. Поэтому я не подаю рекламу, и вообще, на самом деле, я не очень люблю работать с физическими лицами, то есть с людьми. Не люблю, потому что за каждого человека своего я волнуюсь страшно. Это большая ответственность, это судьба, это судьбоносно, безусловно, если это какой-то серьезный спор на крупную сумму. И это страшно. Страшно проиграть. Очень страшно. И каждый раз, когда я иду в суд за любого человека, я вот прям... я искренне очень сильно волнуюсь. И очень сильно радуюсь, когда мы выигрываем, прилагаю массу усилий по сбору доказательств. Своего рода адреналин, да? Да, то есть получается смешно, получается, что я получаю в 2 раза меньше, чем за юридическое лицо, потому что, расценки другие. Физические лица априори не могут столько же платить, да, это нормально. Вот. А сил, времени, нервов трачу гораздо больше. Хорошо, вы наверняка общаетесь с коллегами же, да? Да. Да, многих знаете, наверняка дружите, может быть, даже, да. Каким образом складываются расценки на юридические услуги? Во-первых, у нас есть расценки, утвержденные адвокатской палатой. То есть сразу адвокаты — это отдельная каста, да, нужно это иметь в виду. То есть с этими расценками можно на сайте адвокатуры ознакомиться, это очень удобно. Прям как меню. Достали, все написано. Вот это. Да, вот этот документ столько. Опять же, это называется договориться на берегу. А так что, дело выиграю, а потом поговорим. Нет, договор, безусловно, нужно заключать на берегу, потому что потом человек просто не готов платить. Вы выиграли, спасибо, вы же там что, походили по судам, какая мелочь, пришли, поговорили, и все нормально. А то, что мы там ночами документы изучаем, практику просматриваем, это не считается. То есть так же, как что угодно. То есть мы сейчас увидели, да, мы сейчас получим блюдо, но мы же с вами не стояли, не делали это блюдо, а
приложили там массу усилий. Ответственность на Да. Тарбахове. Мало того, что ответственность, еще и сколько усилий. То есть он все это грамотно, быстро сделал, он этому учился, он приложил максимум усилий, чтобы делать это так быстро и красиво, чего мы с вами не делали. Да. Вот то же самое юриспруденция. То есть то, что юрист сделал что-то качественно, быстро, это не говорит о том, что он не прилагал, ну, как бы ты за нее 3 копейки должен заплатить. Ты должен заплатить за то время, которое юрист потратил, чтобы приобрести эти знания и опыт, чтобы это сделать качественно, быстро и красиво. А люди, ну, не готовы за это платить. Поэтому на берегу договариваемся, из этого складываются расценки. Расценки складываются от трудоемкости, потому что есть люди, у которых бумажечки, они тебе принесли все документы, у них все разложено, то есть тебе только взять эти документы, оформить, красиво подать, это одна цена. А если я должна буду побегать по всем инстанциям, эти бумажечки собрать, найти свидетелей, запросить у них документы, уговорить свидетелей прийти в суд, но это уже другая цена. То есть все зависит от желания работать. Если вы готовы сотрудничать, то, соответственно, будет. То есть каждый случай индивидуальный? Абсолютно. Вот так, да? Да. Хорошо, вот насчет расценок тоже поговорили. Скажите, пожалуйста, ну, меня это больше всего интересует. Было какое-нибудь дело, которое запомнилось больше всего, либо там больше всего ответственность переживали? Ну, говорят же, дело всей жизни, чуть ли не так. Ну, Либо оно еще впереди. Дело всей жизни однозначно впереди, такого всей жизни не было. Ну, запомнилось, конечно, дело на $1,5 миллиона долларов, по-моему, если не ошибаюсь. Да, это огромная сумма, это было очень волнительно, это был арбитражный суд города Москвы. Вот, мы его выиграли, слава богу, благополучно. Потому что, ну, проиграть... Чуть было бы так не сделано, ну ладно. Проиграть это дело, это было бы реальной катастрофой для доверителя, потому что, ну, это все. Ну да, это много. Вот, это дело, безусловно, запомнилось. Остальные дела, ну, честно, уже не запоминаются. Их очень много. Я недавно перебирала доверенности за последние 2 года, и это вот такая вот папка. Доверенность, нотариальных доверенностей на это, да? Да, это только доверенность. Я не говорю уже, что о делах. Поэтому их очень много. Сейчас запомнилось за последние 2 года, наверное, дело, которое недавно завершилось, потому что недавно завершилось. Мы выиграли кассационную инстанцию, 9-й суд общей юрисдикции, вот, в городе Владивостоке это сейчас находится. Мы взыскивали компенсацию морального вреда, ущерб за дорожно-транспортное происшествие с юридического лица, которому принадлежала автомашина, которая была признана виновником дорожно-транспортного происшествия. Очень волновалась по поводу этого дела, потому что семья осталась без источника дохода, то есть человек был индивидуальным предпринимателем, осуществлял на грузовой автомашине перевозки, этим зарабатывал на жизнь, и, собственно, попав в аварию, он лишился машины, лишился работы, там у него были проблемы со здоровьем, и вот мы высудили достаточно крупную сумму, более 2 миллионов. Ну, это кто практикует, он поймет, что достаточно крупная сумма в 600 тысяч, компенсация морального вреда. Сейчас вообще же копеечные стоит. Ну, по-разному, в зависимости от ситуации, но вот мы высудили все, что мы хотели, мы высудили упущенный доход, мы высудили ущерб, который не возместила нам страховая, мы высудили компенсацию морального вреда. Я очень довольна результатом, клиент тоже очень доволен. Ну, это для меня было волнительно, потому что целая семья, она реально 2 года ждала, когда мы решим этот спор, потому что у них ипотека, у них там проблемы, у них там жизнь. Он, конечно, вышел на работу, но это не та работа. То есть от этого суда зависит, как дальнейшая жизнь семьи как этой семьи целой сложится, поэтому это была большая для меня ответственность, когда мы закончили видеоконференц-связь, мы участвовали удаленно с Владивостоком, да, мы подключались через Верховный суд Республики, я позвонила и говорю, мы закончили, мы все, это последняя инстанция, да, мы закончили, все. Но он уже к тому времени получил деньги, но все равно мы очень волновались. Мы думали, не дай бог кассация отменит, деньги придется вернуть. А они уже как бы, ну все, они уже распланированы. Он сидит такой, все. Я говорю, все хорошо, деньги не возвращаются, все замечательно, мы закончили. Это, конечно. Вы говорите, смотрите, вот такая типа у вас доверенность. Да. То есть одновременно можете несколько дел вести, да? То есть это нужно быть обязательно все собранным. Не дай бог что-нибудь на суде забудете или что-то приложить. Нет, мы не забываем ничего. А? Не дай бог, мы не забываем. Да, ну я говорю, да. Нужно же быть настолько собранным, да, таким, все время на чеку, никаких эмоций, сдержанный, спокойный. Это как? Ну, не получается. Это же опять же все равно это человеческие качества. Не, да? но сдержанный, спокойный постоянно быть не получается. Мне кажется, наш шеф-повар гораздо более сдержанный, спокойный, чем я. Вот я наблюдаю, то есть вы на суде можете эмоционально там какую-то речь произнести или как? Безусловно, все зависит от дела. Но, во-первых, давайте начнем, все-таки это маленький спектакль.
Суд это все-таки Ну, спектакль. недаром так много фильмов про суды. Да, конечно. Про Это адвокатов. маленький спектакль. Ну, адвокаты это вообще это Да-да. актеры. Да-да-да. Актеры, начиная с работы с клиентом, заканчивая в зале судебного заседания, особенно если это речь о присяжных, да. Ага. Вот, мы немножко по-другому. Мы все-таки экономические споры, у нас все на бумаге, безусловно, мы пишем тексты. Проверю. Точно, мы забыли про нашу курицу. Вы что? Я ее хочу попробовать. Наша курица. Да, я вот Наша жду. курица. Вероника, ну мы достаточно, я считаю, поговорили про работу, да. Я знаю, наверняка это достаточно. Может, теперь вот этой работе поговорить. Остается время для отдыха? Как вы отдыхаете? Какие у вас увлечения, может быть, есть? Нет, Давай увлечением... Картошку мы уже приготовили. А, Извините, что вас отвлекаю. да-да-да. Меня сейчас еще и накормят. Так, ну, увлечений много на самом деле. Во-первых, любые творческие проекты. Я обожаю какие-нибудь интересные творческие проекты. Фотомодель, я знаю, бальные танцы, дебаты. Ну, дебатами сейчас я не занимаюсь. Ага. Я являюсь, да, спикером. Очень много лет я играла сама в студенчестве, потом тренировала команду, которая даже на Дальнем Востоке что-то заняла у меня. Ребята, тогда это был 9 класс, 5 школы. Вот. Сейчас я, к сожалению, не практикую, но мы планируем это возобновить с Ассоциацией юристов. Я же еще являюсь членом Ассоциации юристов России, вот да, с Якутского коллегами, регионального отделения, да. Ага. Александр Николаевич Кимкимен, наш председатель, мы очень много общаемся, вот у нас громадные планы, но это так вкратце. Вот, вообще, да, это основное, это фотопроекты. Мы делаем какие-нибудь интересные образы, это и чудовище, это и в кокошнике, прямо вот заказываем костюмы, все это шьется, да, там шикарные кокошники у меня делали специально для фотосессии с лошадьми. Было страшно, ужасно, я думала, что меня затопчет между делом, но мы снялись. Все это очень интересно проходит. Такие же проекты делаем с дочерью, то есть на любые ее конкурсы, это танцевальные съемки, прям вот с камерой, то есть со светом, с звукорежиссером, то есть все это заказываем, все. То есть вы танцуете и дочка танцует? Ну, дочка танцует. Бальные танцы, да? Я занималась бальными танцами сама в школе, и вот в этом году, в январе, я вернулась, так скажем, уже в хобби-класс. Появилась возможность тренироваться с профессиональным тренером, в паре при том тренером. Да? Вот, да. Не знаю, что из этого получится, но пока мы только начали, но я очень рада. А, Танцы это прекрасно. Танцы это круто. Это Да. очень круто. Что танцуете? Полностью стандарт латину, 10 танцев. А, да? Ну, сейчас Вообще всё? мы еще не поставили все 10, но пока мы Ага. занимаемся именно стандартом. Мне танго нравится. Вот недавно как раз мы проходили, но это увлекательно. Но на самом деле требования очень большие, то есть смотреть это одно, кажется, все так легко, Да, красиво, да, а физическая нагрузка огромная. Вот сейчас я, так скажем, прихожу в форму. Чтобы позволить себе заниматься танцами, приходится дополнительно еще тренироваться. Мгм. А как вы отдыхаете? Давайте Семейный отдых. курицу проверим. Я вот- Я каждый раз что-то задаю, и ты начинаешь мне говорить, Я курицу проверить. упорно чувствую себя так, почему мне не дают ничего делать? Шикарно вообще. Готов. Это самая красивая Так, курица. давайте мы добавим 5 минут. Все, режу. Да. Так, что делаем? Надрез, да? Раскрываем. И мы видим сок, и что она не сухая. Вот самое главное, вот эта курица, она не сухая, что очень важно. И очень вкусно. Ой. Ага, так. Все, И мы на 5 минут ее забудем. Сейчас мы подготовимся. Гриль, да? Нет, просто духовка. Просто на 5 Да, минут раскрытую немножко. кружку, чтобы обжарилась. Или Да. что это делать, Сима? Ну, чтобы придать еще дополнительные корочки. А, дополнительная корочка. Да. Давай ты пока за это время налаживай картошку. Я? Да. Давай. Мы будем масло, укроп не будем добавлять, ничего? Да, мы можем. Давайте добавим. Давайте добавим. Там есть укроп? Укропчик. Да. Пожалуйста. Чуть-чуть. Сколько? Это уже на ваш взгляд. Не, подожди. Сначала добавляют в кастрюлю. Да. Сюда укроп? Да, прям сюда. А, я думал, Перемешать. сверху будет уже. Перемешать. Ну давайте. Ну, так, не очень много, чтобы привкуса не было сильного. Достаточно, я думаю, да? Да. И перемешать, да? Масло добавь немножко. Вон масло. Масло вот этого. Да. Чуть-чуть капельку. Капельку. Ну, не прям образно, конечно. Все, ой, хватит. Это такая Перемешать настоящая и картошка. можешь накладывать. Мы сейчас сюда достанем нашу курицу, ее разделаем, как говорится. А так все очень красиво и вкусно. Да. И самое главное, готовить мне так и не дали.
Называется, пригласили, давайте мы будем готовить. А готовит Да. шеф. Оказывается, да? Ну, вы выстрелом одним выстрелом двух. Да, я получила настоящий мастер-класс. Я теперь буду немножко делать все по-другому, как рекомендую, настоящий профессионал. Я буду говорить, что вот этот рецепт откорректировал настоящий шеф-повар. Не хухры-мухры. От самого Да. Семена Тарбакова. Так, ну что Вот. ж, Сейчас когда мы за курицу, да? Да. Давайте мы уже, в принципе, достанем. Отходимся. Какая курица. Так, осторожно. Так, пропускаю. Мы ее поставим сюда. Пахнет классно. И выглядит, по-моему, классно. И выглядит классно. Ну и, в принципе, мы уложились во время. Ну да, мы чуть-чуть взяли паузу для того, чтобы курицу потомить. Ну, 40 минут получается. Да, 40 минут. Ребята, не меньше. Кира, может быть, Мы этим ее ножом. проколем, проверим. Приготовилась? Да. Ура, нам времени хватило. Шикарно. Нормалек. Ну, я все-таки давайте удостоверюсь. Ну что ж, Сейчас будет все очень шикарно. Вот, я об этом и говорила, разрезать буду профессионально. Пожалуйста. Ну, спасибо. Так, это шефу. Пожалуйста. так, Как нет, обычно. давайте я Давайте, лучше, да, да. я лучше ножку возьму. Ну хорошо, как скажете. И что-то нужно будет показать на камеру? Как, вот так? Нет, не вот это, я имею в виду сервированное. А. Ну, это тоже. Ну, сейчас мы ножку отрежем и ножку покажем на камеру. Я сегодня ассистирую. Чуть-чуть. Секунду. Мгм. Немножко. Опа. Пусть так будет. Ну, я поняла. Все? Давайте тут покажем. Ну что, друзья, Давайте вот у нас и пробовать. сервировано. Давайте. Приятного аппетита нам. Попробуем, что у нас получилось. Ножик, пожалуйста, аккуратно. Ну, хорошо получилось. Кто бы сомневался. Если с нами шеф. Как говорится, кто бы сомневался, да? Мгм. Да, отлично. По-моему, у нас здорово получилось. Сейчас дожую и вопрос. Крайний вопрос остался. Вероника, а как вы отдыхаете? Ну, я отдыхаю в семье. Я знаю, работаете очень много, да? Ну, отдых-то наверняка же должен быть. Нет, вообще идеальный вид отдыха для человека, который постоянно контактирует с людьми, да, это побыть с собой, наедине с собой. Я обожаю читать, то есть я читаю вот именно для отдыха, я читаю какие-то фантастические романы, какие-то приключенческие книги, может быть, на крайний случай детективы, то есть вот это мой вид отдыха. А если это делать еще и красиво у моря, это вообще идеально, без телефона. А я еще знаю, что у вас очень брутальный автомобиль. Почему? Я езжу на Хам. На Хаммере? Да, я езжу на Хаммере, я так задумалась, тебе можно произносить марку или нет? Да. Да, ну эта машина, она очень характерная, то есть она мощная, она на самом деле внутри маленькая, то есть она широкая, да, все, но она обладает маленьким багажником, на ней очень удобно парковаться, очень удобно ездить, классно путешествовать, и вот почему-то она мне запала в душу. Вот как я ее увидела, я поняла, что я вот хочу эту машину, И все. да, и все. В прошлом году мне ее подарили, Угу. муж. Ясненько. Ну что ж, на этом передача наша потихоньку подходит к своему логическому завершению. Вероника, спасибо вам большое, что вы были сегодня нашим гостем. Да, и у нас такая добрая традиция есть. Пожалуйста, вот на эту камеру
пожелания для наших телезрителей? Ну, во-первых, спасибо огромное за приглашение, Мгм. огромное спасибо Спасибо за вам. мастер-класс. Я была очень рада поучаствовать по мере сил. Дорогим телезрителям я хочу пожелать прекрасного настроения, чтобы у вас всегда было дома так же уютно, как на этой кухне, чтобы все было хорошо, вкусно, красиво и никаких, ни в коем случае, судебных тяжб. Вот как юрист я вам этого искренне желаю, чтобы у вас все в жизни было легко и просто, и с отличным вкусом. А я еще раз скажу, что у нас в гостях сегодня была юрист Вероника Тамтосова. Вероника, еще раз спасибо вам большое. Семен Тарбахов, Петр Цепангин, программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. Будьте здоровы, друзья. Ну а мы уходим за кадр и Да. доедаем Продолжаем нашу- пробовать. Да, доедаем нашу курицу.